الدولة تقدم حفل تكريم شخصية العام 13 2020. شخصية العام 2020 الداعمة للقضية الفلسطينية أناتولي سيلوف، رئيس أكاديمية رسامي العالم العصر الجديد، بروفيسور معتمد في اليونسكو، فنان الشعب الشوفاشي الحاصل على أعلى جوائز وأوسمة الدولة. لوحاته تزين المتاحف الرئيسية في أكثر من 72 دولة حول العالم. قضى عاما كاملا يدرس تاريخ فلسطين عبر آلاف السنين لكي يرسم لوحة فلسطين. اختار للوحته شخصيات فلسطينية أثرت في حياة الشعب الفلسطيني في 200 عام الأخيرة، وألبسهم الملابس الوطنية الفلسطينية لكل بلد وقرية في فلسطين. والشخصيات الفلسطينية التي رسمها في لوحته ضمت محمود درويش، جورج حبش، فتحي البلعاوي، وياسر عرفات، سميحة خليل، إدوارد سعيد، وغسان كنفاني. أظهر جذورهم التي نبتوا منها عبر آلاف السنين بملابسهم الفلسطينية والفلكلورية والأدوات التي كانوا يستخدمونها في معيشتهم. لوحتهم ضمت الغزوات التي تعرضت لها فلسطين، وأظهر كنيسة المهدي والمسجد الأقصى في لوحته ويتوسطهما السيد المسيح مع 2 من تلاميذه وهو يبارك الأرض الفلسطينية. هذه اللوحة تشارك الآن في أهم المعارض التي تقام في روسيا، وتعرض لحملة صهيونية شعواء وممنهجة بسبب هذه اللوحة. اللوحة ارتفاعها 2 وعرضها نحو 2 كذلك. شخصية العام 2020 الداعمة للقضية الفلسطينية أناتولي سيلوف. Исторический день для Чувашии. Он единственный из бывшего на сегодняшний день. Вот у нас доктор Камаль Аль-Хусейни обещал отправить нам полностью запись материалов в чистом виде, вот эта церемония, и он вам всем передает привет и поздравляет чувашскому народу, Чувашской республики, Россия и бывший СССР с такой высокой наградой для такого великого человека, великого художника, как Анатолий Силов, наш дорогой художник, прославленный, который в 72 государств мира его картин. 72 государств мира, в лучших музеях. То есть его картины во всем мире, 72 государств. В самых лучших галереях. Да, лучших галереях мира. И он такой скромный сидит. Ну так мы вправе и с ним гордиться. Конечно. А вы возьмите любого чуваша, они все скромны. Да. Мы никогда не кичимся, не бахваляемся, грудь руками и кулаком не бьем. Ну, спасибо за добрую вещь. Давайте его. Так что господин Камаль, доктор Камаль Аль-Хусейни из Иерусалима сейчас с нами разговаривал. Вот, и вы его увидите во время церемонии. Вот, это большая честь. Вот когда выбирают главы государства, Алжира, допустим, и из России, это наш дорогой Анатолий Силов. Это о чем-то говорит. Это не просто вот с бухта-барахта. Это большое достижение. Это укрепляет нашу дружбу, дружеские отношения. Они оценили этой картины. Знаете, в чем эта картина, ее прелесть? Анатолий Александрович изучал историю Палестины. В 1917 году бывший министр иностранных дел Великобритании Балфур провозгласил декларацию, в котором он говорит, что Палестина без народа, для народа без земли. То есть надо отобрать у палестинцев свою землю и отдать народ, который не имеет земли. Кто не имеет земли? Якобы евреи не имеют земли. А как Палестина без народа? А о чем писал Лермонтов еще, русский поэт? О чем писали русские паломники 4 века, 5 веков, 10 веков тому назад? Это Палестина, они вообще процветающая всегда была страна.
И вот Анатолий Силов этой картины ответил на министра иностранных дел Великобритании Балфор, что все, что он говорит, ложь и блеф. И он находил, он изучал, в чем были одеты палестинцы в древнем. И он одел их в этой одежде, и они являются корни вот этих палестинцев, которые вожди, которые последние 200 лет играли огромную роль в истории палестинского народа, в истории доказательства его в науке, в достижении в политике, в культуре, в образовании. Они играли огромную роль, эти люди. И вот этой картины нет аналогов в мире. Недавно мне сказали, что музей Ясера Арафата увидели эту картину. Это музей, который посвящает всех глав государств мира. И сказали, как хорошо было бы, если эта картина оказалась у нас. Вот мне позвонили уже с других стран люди и просят, говорят, почему он нам продать эту картину. Вот такие запросы пошли. Но эта картина как раз выделялась тем, что один из Чувашия может увидеть то, что все художники мира не увидели. Может увидеть так философски. Вы знаете, есть у нас Имад Абуштайе, знаменитый палестинский художник. Я вам как раз посылаю его картины по утрам. Мировым именем, он когда увидел это, говорит, Боже мой, какая мудрость, какая философия глубокая. Мне этот художник так нравится, так нравится. И вы знаете, он даже записался на него, попросил добавить в друзей у него. А это художник, который весь мир его, как говорится, почитает, уважает, ценит. Поэтому через картины, через художников мы можем объединить всех добрых людей на земле, всех народов, понимаете? В Палестине сегодня будут говорить, что вот из Чувашии, вот как она относится к Палестине, к борьбе палестинскому народу. Вот художник нарисовал правда как есть, нарисовал историю, философская картина. И вот этим самым вся Палестина будет душой и сердцем открытая для чувашских народов, для народов России. Вот так мы строим дружбу, дружеских отношений между народами. Прежде чем картину писать, долгое время я изучал это все, много материалов перелопатил. Естественно, можно по-разному подходить к этим работам. Да? Вот один художник подойдет так поверхностно, может быть, для того, чтобы картина ради картины. А я думаю иначе несколько. Картина это сохраняется 500, 1000 лет, может быть, или нормально хранить, допустим. И эта картина должна говорить всеобъемлющие, все стороны этого народа. В картине нужно собрать, вот это умудриться надо, чтобы и фольклор, вот это народы, одежды их, это прикладное искусство, их вот, люди, это вот образы. И самый известный человек, который Ясер Арафат последние 100 лет, допустим, это не просто, потому что в народе вот этот человек, он организовал новое видение этого народа. Народ существовал тысячами лет, но когда Ясер Арафат, это уже пошли очень сильные вихревые движения в политике и в сознании их людей. И они стали совсем другими, они стали совсем видеть по-другому, стали стремиться уже, не боясь ничего, к справедливости, признанию и нормальной жизни. Вот это вот преобразование народа дает художнику думать, что нужно настолько правдиво писать картину, чтобы... Ведь среди зрителей очень известные люди бывают, очень грамотные, хорошо знающие историю. Это прокол такой будет, и все полетит эта картина, ничего не останется от этой картины. Мне сейчас по интернету вот это, почему ты Арафат, он же невысокого роста был, а ты его сделал этот. Он не понимает композиции монументального искусства. Я его как монументальные картины, это не просто жанровые картины, а подход композиции монументальной картины
Арафат должен превзойти и в росте, и образ, и этот образ должен держать всю картину. Следом другие там известные люди. И вы знаете, вот я сейчас прошу извинить меня, с приходом Ясера Арафата, ведь он же с собой принес модель развития, продолжение борьбы за свою страну, за свой народ. Да. Он пришел с готовой моделью в голове. Вот не так думаете? Ну, может быть, не совсем готовый. Когда политик, у него во времени развивается во все стороны. Политик иногда даже, он основную цель знает. А каким способом это делать, он не знает пока. Но он нашел вот этот вот при помощи... Путь, да, нашел такой путь при помощи, может быть, таких людей, пространстве, которые рядом с ним. И жизнь показывает, политика, окружающая среда, окружающие политики. Это вот философия Ясера Арафата формировался вот таким путем. Все здесь главное. Посторонние политики из других государств, политики современные внутри Палестины, люди известные там, допустим, ученые, там, искусстве люди, это опять другую философию несут. Он все черпал самое хорошее и скомпоновал вот такую вот политику. Поэтому и немаловажно традиционные вещи, когда 500 лет назад, как палестинцы действовали, 100 лет назад, как и 50 лет назад, и современные эти люди, простые крестьяне, вот на этом формируется философия народа, и именно как этот народ в этом случае Ясер Арафате все это скомпоновался. И он в честью этого вынес, честью использовал все это достижение, сплав вот этих вот философских понятий Палестины. Вы знаете, Анатолий Александрович, я вас уверяю, что эта картина будет жить больше и дольше, чем оккупация Палестины. И когда-нибудь, возможно, в Палестине будет стоять везде, На всех меня улицах. так накинулись в интернете, Да? почему ты там, что ты не знаешь, как делать, он меня учит, кто-то там этот... Говорил, я доктор философии Оксфордского университета. Профессор МУФО, это Международный университет фундаментального обучения в Париже, профессор. Вот. Ну, эти вещи, это Оксфордский университет, это самый, кроме того, это самый президент Академии художеств мира. Это у меня в Академии очень много известных людей разных стран. Вот. А теперь, когда вот этот вот коронавирус пройдет, мы в Париже составим договор, совместная работа Оксфордский университет и университет в Америке, Калифорнийский университет. Вот эти вот, мы уже договорились, ректоры этих университетов, и мы должны вот создать вот такой вот ядро. Но уставы каждый сам пишет сейчас. Я пишу, они пишут. Мы потом посмотрим, когда уже разрешат нам это встретиться. Мы должны встретиться в это лето в Мадриде. И у нас еще очень хороший друг, ректор университета Мадрида. Вот. Мы 4 человека там это. Вот. Мы должны выработать, как будем академии использовать, как лучше эти университеты. У них авторитет очень большой. У меня еще не очень. Ну, помогут, как бы, я рассчитываю. Тут, конечно, такая вот с моей стороны несколько политика хитрая, может быть, так будем говорить. Я хочу свою академию поднять при помощи этих авторитетных университетов. Да, согласен. Оксфорд это... Я вот это...
лекции читал, например, 1,5 часа в Академии художеств в Париже читал, Академии наук. У меня статья хорошая вышла, кстати, и прислали уже статью эту. Там о современных политиков, философы и современной политики. Вот такая статья. Туда включаю я 4 президентов новейшего времени. Это Путин, Алиев, таджикский президент и Назарбаев. Я 4 включил и полностью раскрыл деятельность и пишу, что это дело в будущем будут изучать. По какой модели наша планета, человечество, земное человечество будет развиваться, скажем так, в ближайшие 10 лет? Вот у меня пакет лежит, и мне присылают из Парижа вот эти вот на переводе на русский язык. Что такое Трамп? Кто был Трамп сейчас? Ну, Трамп нам не интересно. Нет, это очень связано с современной политикой. Ну, с вами согласен. Вот Европа куда катится. Мы хоть молчим, мы вроде как огородились от всяких там этих движений европейских. Мужчины, женщины, это ячейка, семья, прочие все дела. Но у нас проникает, капитально проникает вот эти дела. Это будет разрушаться Европа. Ну, трампизм вернется, так, да? Трампизм вернется, потому что Америке уже тоже. Там да, все, он же на краю. Там сейчас уже все женщины оказались. Да, да, да. Это неспроста такая политика. Я интересуюсь. Причем этот маразм уже. И здесь вот эти вот тоже газовую трубу ведут Германию. Там Европа вся, там политиков уже нету нормальных. Ну, вот. Поэтому мы в итоге окажемся друг против друга с Китаем. Это мое мнение. Я прослежу эту мысль. Я пишу много статей сейчас. Вы знаете, вы сказали о Китае. У меня создается впечатление, что ни у одного государства на сегодняшний день нет модели развития. Сталин, когда создавал Советский Союз, у него уже был в голове готовая модель. Сегодня, обращаясь, скажем, в сторону Китая, а у Китая ведь он дальнобойщик. У него, как у дальнобойщика, модель уже есть, потому что он хочет, он думает о глобализации и совершенствовании вот путей доставки в Европу и в мир своих товаров. Дело в том, что он не торговля оружием будет завоевывать. Он уже завоевал пол-Африки, пол Южной Америки. Ну, в да. Европе он капитально влез уже сейчас. И Америка испугался, потому что у Америки такой нет. Америка действует совсем по-другому. Эти 1000 лет от Конфуция еще. Да, да, да. Они действуют именно, он будет на дереве сидеть, смотреть, кто кого сожрет. И причем у него же пути его, так сказать, магистрали, он же прокладывает по всем другим странам, и они выходят где-то на Азербайджан, на Черное море и в Европу. В Таджикистане, Душанбе был, через Горный Бадахшан из Китая прямо в Душанбе, 8-полосная дорога, капитальная, сделанная, уже все. Представляете? Представляю. Через Горный Бадахшан, горный, там сложно все. Вот. Через эти вот, не Каракум, там эти, свои у них эти пустыни, за этим Горным Бадахшаном. Вот. Вы знаете, вот знанием межгосударственных пониманий у нас особо не отличается, но мы маленькие чуваши. Но вы как международник, я рад, что можно на эту тему с вами поговорить. Мы как бы обслуживаем Европу, напрямую газ и так далее. И Европа хоть и нас ругает, хает там санкциями, а ведь он сидит на наших. Для нас они сейчас не опасны. Они не опасны, но хают, лают. Ну, я же видел сейчас ассамблеи этот парламентской Евросоюз. 3 дня было. Они же буквально оскорбляют русских, Россию, Путина.
прямо поваляли в грязи. Всех. Вот это И наш оскорбление Лавров нас. уже говорит, надо уходить оттуда, потому что это уже красные линии перешли. Да. А Африка молчит, Южная Америка молчит, а Аравийский полуостров, Ближний Ближний Восток. Восток тоже молчит, вместе с Ираном причем. Вот. И Иран молчит, ничего не трогать. Попробует что-то на Иран сейчас, Да, они да. боятся, потому что Иран это только как звонок, включатель. Да. Весь аравийский вот этот вот, независимо там друг друга они некоторые не любят, государства, они все поднимутся против. Да. У меня очень хорошие статьи мне присылают из разных стран на русском языке. Вот я дал одному человеку читать, он меня вернул сейчас. Могу тебе дать, что с Европой будет. Представляете? Европа уже там полностью идет распад. Почему я говорю, я еще такие вот нюансы. Я как бы представитель французского Agro France Corporation Crow. Я представитель в России. Это Дом Романовых имеет такую вот корпорацию. Дом Романовых. Они меня назначили здесь по Крыму, все эти дела, да? Ну как вот. Вроде я не особенно разбираюсь в сельском хозяйстве. Они говорят, нам нужно честного человека иметь, не который разбирается. Если который разбирается, он тут же начнет воровать. Понимаете? Но ты же и художник, ты не будешь воровать ничего. Но зато нам приятно, вот я ездил на совещание в Санкт-Петербург недавно. Лекции читал проект, атом-проекте, там ниже кандидата наук нет там людей. Знаешь, как меня слушали? Я читал лекции. Это 1,5 часа, 55 тысяч рублей. Красный Бор, кажется. Нет. Нет? Это закрытый институт, и совсем это. Там у меня друзья вот эти вот. Я знаю, что для того, чтобы иметь музей мировых цивилизаций, у меня 300 картин специально сделанных. Я не продавал 20 лет. Хоть мне даже тяжело там это, чтобы деньги как-то надо жить. И я вот собирал все картины, я не продавал никуда, чтобы не разошлись. Они разойдутся, я выставки не сделаю потом, не соберу. А теперь, если разговор идет полностью закупить эти 300 картин и сделать музей цивилизаций мировых. Вышли, замок есть у дома Романовых, Это... ниже Парижа, там 300 километров во Франции. Но у них сейчас такой, это самый, состопорился вопрос, потому что, ну, очень уж неспокойно там. Там многие уже бегут, которые русские были, туда уехали, там, замуж ушли, еще где-то как-то. Бегут оттуда, уезжают многие нормальные люди, разные другие страны. Ну там, видимо... Потому что сосили. У меня есть фотографии, я в Париже несколько раз был в последнее время. Я один раз забрел в кафе, хотел покушать, и оказался все черные там. Мусульмане. Мусульмане из Африки. С Африки. Вот. И меня спас то, что я знаю ихний клич, я в Алжире работал, я много в Африке работал, вы, может быть, не знаете. Не знаю. Я в многих странах работал, в посольствах там. Вот. И я знаю ихний там клич, я как поднял палец, вот это и сказал им, вот, я не буду вам это говорить. Хорошо. Они только это понимают. Вот. И они сразу меня посадили за стол. И сразу окружили, сами заказали, все нормально. Потому что я фундаменталистов знал в
вот он самый, в Алжире. Я знаком был, жил там, поэтому меня это спасло. Это около Олимпийского центра, почти центр Парижа. Там французам ходить опасно. Глумление над Европой, когда начали, откуда появился клич, что с Африки и так далее стал народ перемещаться или перебегать в Европу. Но для чего-то же было это создано. А это, видимо, с целью для того, чтобы вызвать хаос. Я, в общем-то, много знаю. Дело в том, что я сейчас пишу картину «Бильдербергский клуб», называется. Это триптих, это закрытое мировое правительство. Да. Начиная от Соломона 2500 лет назад, кончая Ротшильдом. 54 портрета самых главных там я взял. Начиная там, как там они, Рокфеллеры, все прочие там, да. То есть всех вот я картину уже заканчиваю. Эта картина будет в Мальтийском ордене на Мальте. Вот. Когда стал писать, меня все время меняли портреты, кого нужно писать, а кого нельзя. Вот сейчас недавно мне прислали нового, из Франции прислали новый портрет у Ротшильда, который моделирует модуль вот этот финансовых дел. Не Ротшильд, там у него человек есть, алжирец один. Вот этого человека портрет мне прислали. Надо этот портрет делать. Я хотел в этой картине Явлинского и этого рыжего Чубайса хотел. Они тоже приглашены были 20 лет назад один раз в этот. Но оказалось, их нельзя вообще, потому что они на 33-м градусе. В самом внизу их надо даже можно не замечать. А я делаю только 4 градуса. То есть... Первых от Сороса, кончая там этим вот, градус называется, градус, вот в иерархии масонов есть самые высшие 6 человек, ниже 14 человек, еще вот так. И нижние не знают, что думают верхние. Понятно. Вот эти самые верхних не знают вторые даже. То есть как пирамидальность. Да, вот такая вот. Это я изучил масонство, это включая, наверное, часа 3000 лет. Я до сих пор это изучаю. Наверное, кто-то есть такой или нет, придурок, который бы надо вот масонов изучать, потому что картины делать, а я получил этот заказ. А я его сделаю, потому что это одна картина $1 000 000 будет стоить. Вы единственный, наверное, человек, с которым я так сильно общаюсь, тесно теперь уже с глазу на глаз общаюсь, вот благодаря доктору Басам и благодаря вот этой картине. Мне, конечно, мало что известно в этом мире, особенно о масонах. И вы первый человек, наверное, с Чувашии, столь на высоком таком ранге выступаете и говорите, и общаетесь с этими, скажем так, от которых развитие человечества еще зависит. Это Ротшильды, Рокфеллеры. И это немножко и восхищает, и восторгает. Раньше я занимался, у меня представительство есть в Сингапуре, в Китае, у меня очень много связей там. А один раз в ФСБ у них тоже есть китайский. Офицер ФСБ мне говорит, вы даже больше знаете, чем я, китаец, о нашей истории. Я ему рассказывать начал от общества Ярлунг. 5000 лет назад они уже начали все то, что делается, записывать. Понимаете, а у нас не было этого. В Европе не было. Истории записывать начали 5000 лет назад. Я хочу вам сказать, что Анатолий Александрович Силов, когда вы пойдете в мастерскую, у него вы увидите такую картину, которой в мире больше нет. Он пишет про масонов. Огромнейшая картина.
Такие картины у него сейчас. Мы сейчас, наверное, не будем обо всем размерах, о площади рассказывать. Да. Но как это называется, как затравку для зрителей. Да. Само на ТВ можно. Как? Ну, как бы заинтересовать. Я сказал уж так, Да. для зрителей. Дело в том, что у меня, как бы сказать, я основал свое собственное телевидение в интернет-вещании. Не оставаться в том времени, в том отрезке времени, а развиваться вместе с человечеством, страной, с республикой. Спасибо. Спасибо. Это Киргизин Валериан Николаевич. У нас здесь была его выставка. Из Булгар. Вы говорите о Булгаре сейчас. Вот как раз из Булгар. Вот. И здесь была его выставка у нас. И дети Болгары. Вот приглашают в гости в Болгаре. Так что... Как-нибудь, да. Вот. Ваша картина, которую вы подарили в Доме дружбы, висит, очень красиво висит. На стенах в Доме дружбы. Выставки еще хочу в Ульяновске выставляться. Где? По защите природы. Ну, ваша выставка вообще, это вы, о вас такой фильм хороший сделали. А ваша выставка, даже не один фильм, у нас вот Олег Самонас здесь, он тоже сделал фильм о вашей выставке, понимаете? Мы с кем Да. Это у нас Киргизин Валериан Николаевич. Здравствуйте. Это Я же Олег фильм Самонас. выпускал. Общаетесь? Да, фильм же о вас выпускал. Это я уже вас снимаю. Это да. Так что вторично еще раз поздравляем, мы вас помним, не забываем. Фильм он живет, существует. И в Ютубе есть, и в Одноклассниках. Олег Самонас, заходите на страницу. И вы, вы увидите фильм. Все, вам спасибо. Вот Юрий Алексеевич, директор Дома дружбы наш, вас приветствует. Юрий Алексеевич. Добрый день. Как поживаете? Как здоровье? Как здоровье? Хорошо все, нормально? Творчество, готовится вам коллег персональный по защите природы. Творчество природы нас защищает. Земле сюда можно ломать, сами знаете. Не берегут. Пора уже лесом обращаться к природе, правильно? Да, нам надо защищать природу. Для потомков обязательно надо. Да. Иначе все разрушат. Мы слишком запустили. Посвятите нашу окружающую природу. На экологию больше обращать внимание. Наш Анатолий Александрович сегодня это легендарный художник в истории чувашского народа, в истории России, в истории мира. Таких художников, философов в мире я не встречал. Это не мои слова, это слова Камаеда Владимир Петрович, главнокомандующий Черноморского флота, депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по обороне, советник главы государства. Вот он сказал, после того, как увидел его выставка «Боги и люди», или «Люди и боги», вот, которая состоялась, когда ему было 80 лет. Он приехал и присутствовал на его выставке. Мы сегодня присутствуем в исторический момент, когда этот человек, который скромный, доступный, прекрасный профессор, получает мировая важная награда, мировая признательность. И он мировой, и он должен это получить. Но для Чувашии это большая гордость, когда из Чувашии выбирает, из бывшей СССР, из России выбирает Анатолий Сиров, художник, а из Алжира один президент Алжира. С каждой страны по одному, с тех, кто
за Палестину, поддерживает палестинскую борьбу не просто на словах, а на деле. Поэтому мы вас поздравляем, дорогой. Вот этот ваш постер, который сегодня на все телеканалы в Палестине и в арабском мире, в интернете. Вот он, как говорится, все его видят и все честь дают чувашскому народу Россия. Спасибо. Да, наши Поздравляем. поздравления. Да, наши поздравления, дорогой. И от зрителей Самана ТВ наши поздравления. Спасибо. Африка это очень такая страна, то есть и континент, там 50 стран. До экватора там мусульмане в основном, а за эти уже католики. Это и испанцы, португальцы, там уже колонии такие. Вот. Это ближе Юару. До Африки, до это самое Танзании, это еще мусульманское уже. Сомали мусульманское, Кения мусульманское, Уганда, Эфиопия, Египет, Судан. Судан окружен 22 государствами граничит. Я в Судане ездил очень много, я хорошо знаю. Встретил я одного чуваша, мы, значит, ехали из Алжира в Марокко. Ехали, это там старая столица Марокко, это Марракеш город. Жарко, грязно, пыльно, все это я на машине же. Вот, решил это самое искупаться. А когда еще жарко, когда вот так ехал, у меня голова не крутится ни туда, ни сюда. Меня надуло. От жарко, Представляю. да. И все, я вообще человек такой. И марокканцы говорят, это сейчас давай раздевайся и в воду. Это нырни сначала, а потом вот сюда ложишься на песок, мы тебя будем лечить. А там рыбаки. Шаланды, ну штук 5 шаланд, большие шаланды там моторные, да, и там много рыбы. На меня накидали вот так рыбы, целую гору на меня, на голое дело. Они же холодные, эти рыбы, сопливые еще делаются. Я лежал, и они убрали рыбу, теперь искупайся. Искупался, и представляете, у меня это хондроз прошел. Вот это вот, я уже головой кручу, как хочу. И это откуда? Они спрашивать начали, откуда, чего там. Я говорю, и я из России. Из России? Ага, из России. Один там рыбак говорит, как из России? Откуда? Я говорю, Чебоксары есть на Волге город. О, земляк! Он говорит, он рыбак, там у него 2 шаланды, бизнесмен такой, из Ядринского района. Когда целину поднимали, ну это было 30 лет назад, ребята, не сейчас. Это целину поднимали, у него казашка жена, он женился там, сами с Ядринского района. Казашка такая крутая, и взяли и уехали, эмигрировали в Иран. В Иране им не понравился, они в Марокко. То есть это уже когда еще Советский Союз крушился, в те года? Да. Вот, они уехали. И вот он там бизнесменом стал, у него там шаланды, эти вот рыбы ловят. И поинтересоваться, как, чего. Вот это я первый раз встретил чуваша. Другого государстве Гана я встретил. Город Акра, столица. Там роман из Шоршилы. Есть, то есть село Шоршилы в Марпасавском районе. Да, бывал. Где Николаев родился. Оттуда парень, Роман. Он там работает, советник, крупный бизнес из Франции уже. Не из Чувашии, не от России. Он работает советником там, вот это вот по бизнесу в Гане. Это вообще у меня как земляк. Я из Яндашева, где химпром стоит сейчас, там село Яндашево было. А Шоршила от нас 5 километров. Вот.
Марпасадский район. Да, я вот так несколько по миру встретил. В Америке еще встретил. Чуваша. Чуваш, да. Он из Чебоксара, с северо-западного района. Вот, Никифоров, то ли. Вот. А он, это самый, клерк в банке работает. В американском банке. Сотрудник. Я не помню, какой банк, в Нью-Йорке. Мгм. Нью-Йорке. Он мне очень сильно помог. Потому что в Америке, в Нью-Йорке, куда-то если уехать, это заблудиться можно. Столько много направлений. Везде транспорт такой сильно организованно, конечно, но надо правила сдать. Тогда легко там все это будет. Он меня там так показал. Он-то начал очень маленького, посудомойки начал. Он университет здесь закончил в Чебоксарах. Язык хорошо знать, но совершенствовал язык. Сначала посудомойку и только мог работать из-за того, что язык плохо знал. Потом он сдал это самое Знание языка. знание языка, поднялся чуть-чуть, стал каким-то там, в общем, связным между организациями. Потом еще сдал экзамены, права получил, потому что пока язык ты не знаешь, права тоже тебе не дают. Права получил, но через месяц он разбил. Аварию сделал, крупного какого-то чиновника замордовал машину. То есть ударился это самое. Потому что очень сложно там в Америке, в смысле автомобилисту. Там знать свои правила надо. Основные-то такие же остаются, но, знаете, в каждом государстве есть свои правила еще. Да, да, согласен. И он, значит, дальше продвигался, машину он отремонтировал, все деньги отдал, еще школу закончил, он клерком стал. Это его верх уже. Пока деньги не будут, у него он только может быть клерком работать. Он язык уже знает хорошо. И он мне помогал добраться из Нью-Йорка в этот самый Вашингтон. Вот, это я же с картинами еще. Это в каком году был-то? В 2001 году. После меня там этот вот. Ну, считайте, 20 лет назад. А? 20 лет назад. Да, 20 лет назад. Вот. Ну, я-то работал в Чикаго, преподавал. Но меня попросили из-за того, что у меня язык так никак я не могу усвоить хорошо, лекции читать. Мне говорят: Толь, ты хороший парень, но что с тобой делать? Потому что язык-то надо знать. Ты же преподаватель в институте. Чикагский художественный институт. Я прошел это самое, в Париже прошел конкурс на преподавателей. Вот. Ну ничего не помогло. Через 4 месяца меня посылают в Африку. В Африку на долгосрочную такую командировку с зарплатой, но я должен хорошие картины, аксессуары, костюм, анатомические эти лица, образы, вот эти все вот эти вещи, какие-то там декоративно-прикладное искусство, все я должен в фонд института. Уже начинает, что ли? А звук как будет? Прийти с использованием звука компьютера. Ладно, потом, наверное.